Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами сотрудники исторического парка «Россия. Моя история». И мы с вами сегодня продолжаем рубрику по пище военнослужащих в разные годы существования России. Итак, поехали! Сегодня в поле зрения нашего внимания выходит сухой паек военнослужащих якутской местной команды на 1919 год. И если разбивать его на несколько составляющих элементов, то это обязательно мясные продукты или колбаса, это овощи и корнеплоды, крупы, масло, сало, соль и перец в качестве специй и мука, из которой делается хлеб. Мясное удовольствие в виде краковской колбасы первого сорта, законсервированного мяса, сала, затем крупы, рис идет отдельной строкой, а затем любой вид круп, который имеется в регионе, в данном случае это гречка, овощи и корнеплоды, в нашем случае это картофель и лук, сливочное масло, мука, из которой запекается хлеб, специи у нас представляют соль и перец, лук и, собственно говоря, все. Довольствие, как мы видим из вышеизложенного списка, оно было весьма скудным. И это имеет место быть и из-за того, что уже к 1919 году 5 лет идет непрерывная война. Изначально Первая мировая, а затем и гражданская. Итак, давайте поподробнее поговорим про состав пайка. В основу питания входил хлеб, выше 60% от состава рациона. Мучная составляющая была преобладающая ввиду своей распространенности и доступности. Как правило, мука отпускалась сразу в расположение столовой при военной части, на которой и сразу шел процесс запекания, чтобы обеспечить войска свежим хлебом. Крупы шли вторым номером по распространенности, порядка 15%. Из них, как правило, готовили и первые, и вторые блюда. Это могли быть различные супы, каши на основе гречневой, ячневой, рисовой, пшеничный круп, но чаще всего из суповых блюд преобладали щи и борщ. 7% сахара и 1% чая шли в качестве дополнения к питью. 4% мясного удовольствия были представлены в виде консервированных мясных продуктов, так и в виде копченостей, колбасы, самого мяса двух видов, баранины и говядины, бараньих языков. Отдельной статьей отпуска продуктового удовольствия идет сливочное масло. Оно отпускалось в армию каждый месяц различной тиражной массой, от 500 кг до 8 тонн, в разное время года. Примечательно, что официальный отпуск сливочного масла в армию закончился только в ноябре 1919 года. Итак, из наших ингредиентов, представленных сегодня, мы приготовим рисовую кашу с колбасой и картофельное пюре со сливочным маслом. И мы приступаем к готовке.
Она по сути готова уже. То есть я вам это не сказал. Несмотря на антипригарные свойства современных посуд, рис у меня чуть-чуть подгорел, немного не доследили. Теперь по поводу вкусовых. Ничего хорошего все равно ожидать от него не стоит. В целом рис как рис. Ощущается все равно, что специй не хватает. Он пресноватый, даже несмотря на то, что использовалась весьма такая перченая колбаса. Давай собаку накормим. Пусть она оценит. Видимо, ему все понравилось. Да, собака сказала свой вердикт, ей все понравилось. В целом, вот по поводу первого блюда, ну, я могу сказать то, что все практически постно. Да все, уже хватит. Он немного разбойничает. У нас появился гость. Ну и вот, рисовая каша в походных условиях, она легко, в принципе, готовится. Все надо в одну кучу завалить и ждать, пока рис не набухнет. Вот все. Картошка у нас приготовилась с горем пополам. Как видите, по погодным условиям уже сильно потемнело, поэтому плюс еще масло на земле успело поваляться, но предположим, все остыло. Вот знаете, когда на улице холодно и не ел уже продолжительное время, все покажется вкусным, в том числе и это. К сожалению, у нас аппаратура села, и в спешном порядке пришлось менять батарейку. И давайте продолжим. В общем, когда ешь относительно горячую пищу после нескольких часов ее приготовления, это картофельное пюре мы готовили 2 часа. Из-за того, что огня постоянно не было, печку приходилось подтапливать новым топливом и тому подобное. Но в целом эта картошечка с маслом сливочным прям отлично заходит.
на вечер, на ужин, я думаю, это будет самое то. Мы сегодня посмотрели то, как питались солдаты в годы гражданской войны в якутской местной команде в 1919 году. В целом рацион питания был скудный. Если смотреть на разнообразие овощей, не было никаких фруктов, никаких специй и так далее, только все самое необходимое для того, чтобы жить или даже, можно сказать, существовать. И сегодняшний выпуск подходит к концу. Оставайтесь с нами. Будет весело. Пайка, Найна. Все снимаешь? Да. Ага. Едь. Кушай. Мне бы что-нибудь оставил. Вот ты собаку кормишь, а оператора нет. Ваня, Ничего не мешает сделать вот так. можешь меня тоже как-нибудь снять? Сейчас. Еще масло же осталось. Сири, да.